рамках муниципальной открытой кафедры «Навигатор здоровья» на базе Сосногорского дома детского творчества состоялась профилактическая лекция о здоровом образе жизни среди школьников. В качестве ораторов выступили врачи Сосногорской центральной районной больницы. Так, например, отдельно с девочками продуктивную беседу провела акушер-гинеколог. У нас это не первый раз. Мы здесь собираемся практически в год один, а то и два раза. По работе с подростками. Тем много очень. И стараемся охватить много всего чего. Но как уже получится. Целью мероприятия стало воспитание гигиенической и духовной культуры у девочек-подростков, а также обучение навыкам, способствующим сохранению и укреплению репродуктивного здоровья. Доктор доходчиво рассказала о физиологических изменениях, происходящих в организме у девушки в переходном возрасте, об основных этапах полового созревания. Детям это нужно рассказывать с того момента, когда он зарождается в утробе матери. Он уже должен к этому приучаться. Почему мы сейчас даже и садики смотрим, выявляют патологию очень много. И поэтому вовремя найдена эта патология и пролеченная, она ведет все-таки к здоровому человеку. В ходе беседы ученицам были даны рекомендации по гигиене тела, одежды, питанию, раскрывались проблемы при попустительском отношении к своему здоровью. Врач акцентировала внимание учениц на важность современного медицинского осмотра у гинеколога с целью выявления различных заболеваний на ранних стадиях. С мальчиками, в свою очередь, поговорили о вредных привычках. Холестерин откладывается, если человек долго и упорно курит. Ничем не... ему кажется, что ему приятно, ему кажется, что у него в этот момент появляются умные мысли, голова хорошо работает, а потом, когда голова перестает работать вообще, тогда уже бывает поздно. Ученики пришли к выводу, что только здоровые физически, интеллектуально и морально-духовные люди могут быть полезны своей стране. Проведенная беседа дала ребятам возможность получить больше информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков и о том, к чему могут привести последствия пагубных привычек. Ребята с большим вниманием отнеслись к такой серьезной теме. Задавали свои вопросы, благодарили за интересную беседу. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские школьники приняли участие в муниципальном квесте «Миссия выполнима». Игровая программа была посвящена предстоящему Дню защитника Отечества и 65-летию Сосногорска, которое будет отмечаться в этом году. Конечно же, это формирование любви к своей малой родине, своему любимому городу Сосногорску. Также актуализация знаний о своем городе, потом и формирование уважительного отношения к российской армии и сплочение команд, формирование командного духа. Участникам квеста было предложено 7 разнообразных станций. Юноши и девушки обезвреживали бомбу, отгадывали пословицы, зашифрованные азбукой Морзе, вспоминали песни военных лет и основы медицинской помощи, а также выполняли физические упражнения и отвечали на вопросы по истории Сосногорска. Было очень интересно, мы ходили по станциям, больше понравилось там, где мы фотографировали, надо было сделать по картинке, мы угадывали песни, там было очень интересно, это самое интересное. Было очень интересно на разведке, там была азбука Морзе, и я ее повторила, я ее учила специально для этого, и повторила еще достопримечательности Сосногорска. В результате лучшими стали учащиеся гимназии при главе Сосногорского района. Совсем немного им уступила команда 2-й школы. 3-е место разделили ребята из 5-й и 3-й школы. Всем призерам были вручены дипломы и памятные сувениры. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 29 февраля сосногорцы отметят проводы зимы народным гулянием. Раздольная масленица пройдет на площади имени Гагарина. В этом году организаторы праздника подготовили специальный сюрприз. В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший стилизованный костюм «Сударыня-масленица». Конкурс на лучший
национальный, я бы сказала, костюм сударыня Масленица. Почему я сказала национальный? Потому что все-таки традиции гулять Масленицу, они идут, так сказать, они старинные, идут издалека, и поэтому Масленица для нас всегда представляется какая-то девушка с элементами народного какого-то костюма. Поэтому, естественно, заявки мы принимаем до 24-го. Почему заранее? Так как мы хотя бы должны иметь какое-то представление, сколько будет участников конкурса для того, чтобы подготовить дипломы и призы. Ну и, естественно, я думаю, что даже если кто-то спонтанно придет на площадь, мы тоже примем их. К участию в конкурсе допускаются все желающие. Все, что необходимо, это придумать свой образ и креативно представить его на сцене во время народного гуляния. Победителя определят с помощью народного голосования. Еще один интересный конкурс, подготовленный специально для мужчин. И удивительно интересный конкурс «Бородач-2020». Поэтому мы ждем всех мужчин города Сосногорска, которые имеют такую прекрасную особенность мужскую. И будут приниматься бороды всех цветов, всех стилей, различных направлений и форм. Поэтому приходите, получайте громкие аплодисменты, получайте восхитительные взгляды женщин, и тоже этот конкурс будет оцениваться путем народного голосования. Напомним, празднование начнется ровно в полдень на площади имени Гагарина. Заявки на участие можно отправлять на электронный адрес, который вы видите на ваших экранах. Влада Гришаева, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске состоялся региональный этап зимнего фестиваля ГТО «Зачет юношеской спартакиады» среди муниципальных образований Республики Коми. В программу соревнований были включены силовые и гимнастические упражнения, а также бег на лыжах. В Сосногорске такой фестиваль республиканский проходит впервые. Для нас большая, наверное, честь принять всех гостей из муниципалитетов Республики Коми. Очень рады, безусловно, что в нашем районе всероссийско-спортивный комплекс, да, ГТО, он прям развивается. Участниками фестиваля стали команды из 11 муниципалитетов Республики Коми. Всего более 60 человек. И каждый из них уже давно дружит со спортом. Я считаю, что заниматься спортом – это очень важно, так как благодаря спорту мы подкрепляем свое здоровье. Также это очень интересно, и можно найти новых друзей и общение. Для общества это поддерживает общий контроль человека. Все могут сдать именно нужные нормативы для вас, все будут потянутые и стройные. А лично для меня мне нужен знак ГТО, чтобы дополнительные баллы при поступлении. Это плюс огромный. Я очень рада, что здесь нахожусь. Среди городов победителем фестиваля стали гости из Сыктывкара. На втором месте команда из Ухты, на третьем – интинские спортсмены. Среди районных команд лучшими стали представители Сыктывдинского района. За ними следует команда из Княжпогоста. Замыкают тройку победителей спортсмены из Усть-Выми. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские хоккеисты представят Республику Коми в финальном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба», который пройдет с 24 февраля по 3 марта. Путевку в Сочи юные спортсмены завоевали, выиграв региональный этап турнира в декабре прошлого года. Это очень важное соревнование для нас, потому что они бывают всего лишь 3 раза эти соревнования. Вот мы 2 раза в Сочи стали 14-ми, а в Дмитрове мы стали 6-ми, а сейчас хотелось бы попасть в тройку призеров, завоевать призовое место. Это будет очень хорошо и престижно для нас, для города, для республики, для района Сосногорского. Соперниками сосногорской Пармы станут 63 команды. Конкуренция высокая, но нашим спортсменам знаком вкус громких побед. Так, например, в 2018 году юные хоккеисты выиграли турнир «Добрый лед», также в Сочи. Как отмечает тренер ребят Владимир Пронин, такие результаты возможны благодаря слаженной работе и настоящему спортивному братству. Хоккей, во-первых, это здоровье, это коллектив, это коллективный вид спорта. Он развивает в детях чувство коллектива, они общаются. Если борьба, бокс, это единоборство, это ребенок один, а здесь целая команда. Они как бы умеют вести себя, дружить, как бы хоккеем сплачивать детей. Как говорят, трус не играет в хоккей.
Стоит отметить, что на сегодняшний день хоккеем в Сосногорске занимаются около 100 юных горожан. Кто-то из них делает первые шаги в спорте, а кто-то уже строит планы на будущее. Этот спорт мне интересен тем, что он динамичный, тут много человек, и присутствует командный дух, интерес всегда, азарт какой-то, и побеждать всегда приятно. Ну, мне нравится команда, командный дух, это все. Получается, я пришел на хоккей, потому что мне дедушка занимался хоккеем, мне это все нравилось. Я смотрел хоккей еще по телеку 6 лет. Мне вот, когда построили площадку в Звездный, я пришел сюда и меня записали на секцию, мне все это понравилось. Записаться в Сосногорскую ледовую дружину не составляет труда. Для этого достаточно обратиться в Ледовый дворец Звездный. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 22 февраля в Сосногорске пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020», приуроченная ко Дню олимпийца в Республике Коми. Спортивный праздник состоится на стадионе Черемушки. Откроют мероприятие профессиональные лыжники. Их забег начнется в 9 часов 20 минут. А уже ровно в 10:00 будет дан старт семейному забегу. Награждение победителей состоится в 10:45. Организаторы подготовили подарки для самых маленьких леди и джентльмена на лыжах. Не останутся в стороне и взрослые горожане. В этот день победителями лыжной гонки станут не только самые быстрые спортсмены, но и самые мудрые и креативные. Предусмотрены призы для самой массовой команды и самой спортивной семьи на лыжах. Зимние забавы, аниматоры, ростовые куклы, горячий чай и полевая кухня. Тематическая фотозона. Развлекательная программа мероприятия обещает быть насыщенной. Еще одним приятным бонусом станет выдача каждому зарегистрированному участнику гонки сертификата на скидку для посещения спортивных объектов города. Регистрация участников главного старта пройдет с 9 часов утра. Массовый забег запланирован на 11:00.